Давайте все-таки татарскую народную песню «Райхан». Мы даем вам второй шанс. Давайте. Давайте, спасибо большое. Тоже забыл слова. Алхасица кульмай. Спасибо, Раяз. Так, дверь закройте, поступающие. Устроили базар. Здравствуйте, дорогие телезрители, канал ТНВ. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов, и новый гость. Встречаем популярный татарский певец, заслуженный артист нашей республики Айдар Сулейманов. Привет. Салям, Айдар. Привет, Руслан. Привет. Мы, как всегда, рады видеть на нашей кухне талантливых артистов. И уверен, что сегодня не только своим голосом в очередной раз поразишь наших зрителей, но и кулинарными искусствами. Да, готово. Обещаешь? Готово, обещаю. Прежде чем начать готовить, я пришел не с пустыми руками, а вот такой набор магнитов. Все связано с кухней. Спасибо большое. Спасибо. Пополнит мою коллекцию магнитов, кстати, у меня их очень много. Айдар Сулейман – певец, заслуженный артист Республики Татарстан. Родился в Заинске в 1988 году. Окончил вокальное отделение Казанского музыкального колледжа и Казанской государственной консерватории имени Жиганова, а также факультет эстрады Российского университета театрального искусства ГИТИС. С 2013 года работает в региональной молодежной общественной организации «Созвездие Йылдызлык». Айдар – участник и призер многочисленных песенных конкурсов, таких как «Тюрквижн-2014», второй Иссык-Кульский международный фестиваль популярной музыки «Мейкин Азия», музыкальный телевизионный проект «Главная сцена». Совсем недавно он получил гран-при на первом межрегиональном конкурсе современной песни в жанре этнопоп «Бир-Кун», проходившем в Якутии. Айдар, очень красивые ингредиенты у нас на столе. Что же мы из них будем готовить? Раскрой нам тайну. Сегодня мы готовим очень вкусное блюдо – ленивые манты. Каждый мужчина может легко это приготовить своей девушке. Вот часто, кстати, на нашей кухне используют слово «ленивый», и все получается достаточно вкусным. Сегодня проверим. Но главное приготовление этого блюда, конечно же, тесто. Я даю тебе муку. Берем кипяток, 1 стакан кипятка. Добавляем чайную ложку соли. Все перемешиваем. И тесто готово. Да, тесто уже готово. Так, что мне сделать? Скажи, я же должен помогать, ты знаешь. Самое главное в этом блюде – это, конечно же, фарш. Начинка. Начинка. Так, даю тебе 2 лука. Традиционная моя работа. Да. То есть мелко режем лук пока для начала. Мелко режем лук. Хорошо. Это дело я люблю. Так, а у тебя? А я начинаю добавлять муку. Муку добавляем, сколько возьмет вода. Так, у нас, кстати, мы сразу уже приготовили мантоварку. Вскипела водичка. В общем, ждет. Да, процесс идет. Как начался твой музыкальный процесс, ты скажи мне? Айдар, я знаю, что ты же уже с детства мечтал быть известным. С детства. Не скажи. На самом деле, в детстве, да, меня отдали в музыкальную школу. Вот. Это дворец культуры «Энергетик», где я пел, танцевал, но я противился. Я очень хотел быть финансистом, экономистом. Я, когда заканчивал школу, татарскую гимназию в городе Заинск, я оттуда родом, я уже готовился быть экономистом, юристом, но не певцом, не артистом. И в итоге что вышло у нас? В итоге мама сказала: Улам, идешь... Ты будешь артистом? Ты будешь артистом. Где ты получил первое образование? Так, сейчас в это тесто мы добавляем 1 яйцо. Ну, пока у тебя все хорошо получается, не переживай. Ну, как бы идет неплохо. Добавили яйцо и дальше начинаем мешать. И рассказывать. В 17 лет я приехал в Казань совершенно один, ничего не зная. Нашел музыкальное училище, Казанское музыкальное училище, прослушался, сказал: возьмите меня, мама хочет, чтобы я был артистом. Послушали, сдал экзамены вступительные и как-то вот... Нет, мандраж какой-то был у тебя? Мандраж был. Вот давай представим. Кстати, ты помнишь произведение, которое ты исполнял? Помню. Вот представь, сейчас приемная комиссия. Да. Тебе 17 лет. Да. Комиссия слушает. Акласица күлмәгеңнең якаларын кем уйган Райхан исмең. Ну и
так далее. И председатель комиссии говорит, берем. Берем. На 3-м курсе я параллельно поступаю в Казанскую консерваторию. И так получилось, что я учился параллельно на 4-м курсе в Казанском музыкальном училище и на 1-м курсе Казанской государственной консерватории. Вот. Через 2 года я уже параллельно учился в Казанской консерватории и в ГИТИСе в Москве. Я боюсь спросить, случайно параллельно ты сейчас нигде не готовишь? Сегодняшней программы. Но самое главное, ведь все у тебя получилось. Аллаху шукр, получилось. 4 образования. 4-е образование, да. Сейчас я продолжаю обучение в Москве. Так получилось. То есть 3-м у нас был ГИТИС после консерватории, и сейчас вновь ты там учишься. Нет, я сейчас учусь в Российской академии государственной службы и управления. Мы приготовили тесто. Вернее, Айдар его красиво полностью своими руками вылепил, так скажем, да? Что ты будешь делать с ним сейчас? Так, сейчас мы его делим на 2 куска пополам. Угу. Чтобы удобнее было раскатывать? Да, да. Так, передаю тебе уклау. Уклау. Прошу. Рахмет. Действуй. А я буду доделывать начинку. Лук у меня готов. И сейчас мы смешиваем 2 фарша. 2 вида фарша. Это куриная и говядина. Не забываем посолить, поперчить по вкусу. Айдар, ну продолжаем рассказывать зрителям о самых интересном из твоей жизни. Вот поступление в ГИТИС. Ты знаешь, это же тоже событие, не каждый, так скажем, выпускник консерватории или института культуры может взять эту планку. Как у тебя получилось? Поступить в Российский университет театрального искусства ГИТИС в Москву на самом деле очень сложно. Но у нас есть прекраснейший фестиваль красоты и таланта «Созвездие Йылдызлык», проходящий под патронажем нашего президента Рустама Нургалича Минниханова. Ребята, которые выигрывают этот конкурс... Именно первое место, да, гран-при? Гран-при, первые места, они приглашаются на сдачу экзамена. То есть только как бы сдать, то есть 100% поступлений нет? Нет, 100% поступлений нет, конечно же. Сколько человек вообще уже вот, из фестиваля «Созвездие» поступили в ГИТИС? Есть какая-то статистика? Да, больше 55 человек уже обучились в ГИТИСе, и они, конечно же, большая часть из них возвращается в Татарстан, так как нам нужны свои кадры. Какие преподаватели у тебя были, можешь сказать, именно в ГИТИСе? Вот в ГИТИСе мой любимый преподаватель, заслуженный деятель искусств России, заведующий кафедрой эстрады. В ГИТИСе заведующий кафедрой режиссуры в Щукинском училище Михаил Борисович Борисов. Вот. Очень известный человек в Москве, в России. Он очень много ставит спектаклей. Он и сам актер Вахтанговского театра. То есть учиться у таких мэтров, это, конечно, дорого стоит. Итак, у нас тесто готово, оно раскатано. Начиночка готова. Да, и сейчас тесто буду резать полосками. Кто любит манты покрупнее, значит, крупные полоски, а кто поменьше, красивенькие такие. Здесь на любителя. На любителя. Так, хорошо. Ну и вопрос, который я хотел задать. Айдар, вот о своем опыте актера театра расскажи нам, пожалуйста. Кто тебя первый раз пригласил и не было ли желания у тебя остаться вообще работать в театре? Кто обучается в ГИТИСе, на 3-м, на 4-м курсе они начинают играть в учебном театре ГИТИСа на Тверской. Это знаменитый театр, ему больше 100 лет. То есть на этой сцене я 3 года поиграл. Какие-то есть вот запоминающиеся роли, что можно сказать? Ну, один из самых таких значимых для меня спектаклей, который вырастил, наверное, взрастил во мне что-то. Это, конечно же, спектакль «Аршин Малалан» Гаджибекова. Он очень близок и для нашего народа татарского. Роль Аскера я играл. Что-то ты исполнял во время этой роли? Да, я и пел, и танцевал. Понимаешь, сейчас артист, актер, он должен быть синтетическим. То есть он должен, ему скажут, стой на голове, ты должен Татарский это называется универсальным должен быть, понимаешь, да. Вот мы тоже универсальные, можем готовить и петь. Ну, например, Айдар точно сможет. Да. Зәңгәр күлмәгеңне киясың да, зәңгәр күлгә көндә киләсең. Йөрәгеңдән инде утлар яна,
ойларыңны килә беләсем. Айдар, что мы делаем дальше с нашим блюдом? Так, дальше мы на наши вот такие полоски. Давай я помогу тоже. Так. Полностью вдоль. То есть Да. Распределяем фарш. по чуть-чуть, да? Да. По нашей полоске. То есть оставляя какие-то промежутки, да? Да, промежутки оставляем. И начинаем лепить вот Вот такие. для этого-то мы и оставляли, да? Да. Промежуточки. Так, ну и продолжаем. Возвращение из Москвы. Диплом, опыт, харизма. И что со всем этим делает Айдар Сулейманов? Что делает Айдар Сулейманов? Куда устраиваешься на работу? В свое любимое созвездие, фестиваль. То есть я в 2002 году начал как участник, и теперь я продолжаю там работать уже как художественный руководитель. Вот так вот, друзья. Что мы делаем дальше? Дальше. С этой красивой колбаской. Начинаем вот таким образом. То есть вот здесь-то все и превращается, да, в Красоту. манты? Давай сам. Вот. Ну, теперь я точно знаю, как... Чуть-чуть еще надо плотнее. Плотнее, да? Чтобы, когда мантоварку поставим... приготовить ленивые манты. Слушай, ну это даже можно сказать щащак. То есть и здесь чувствуется опыт ГИТИСа, да? Когда даже на кухне ты делаешь что-то красивое. Так, Айдар, у нас осталось совсем чуть-чуть, но мы сейчас, по традиции, основание мантоварки смажем сливочным маслом. Айдар, ты рассказал нам о своих театральных подвигах, так скажем, да? Но ведь у тебя был опыт, и буквально 2 года назад, в 2016 году, ты снимался в кино в главной роли. Расскажи, пожалуйста. Было такое, да? Итак, татарский фильм. Режиссер Рустам Рашитов. Снимала наша ТНВ. То есть при поддержке ТНВ. Как назывался фильм? «Неотосланные письма». Перед тем, как мне уже точно предложили роль, я позвонил мастеру в Москву, в ГИТИС, и сказал: Михаил Борисович, что делать? Предложили в фильме сняться, но мы же никогда не учились этому. Это же совершенно другое пространство. Он говорит: да, другое пространство. Самое главное, ничего не играй. И у тебя есть 2-3 секунды, чтобы ты полностью вложил себя. Самое главное, ничего не играть и быть самим собой. Все. И главное, у Айдара все получилось на 5 с плюсом. Ну, у нас тоже сегодня, уверен, все получится на 5 с плюсом. Манты готовятся. Уже готовы к выпуску рекламы на канале ТНВ. А после нее еще одно блюдо. Оставайтесь с нами. Ленивые манты. Для начинки смешали говяжий и куриный фарш, добавили мелко нашинкованный репчатый лук, приправили специями и хорошенько перемешали. Из стакана кипятка, 1 чайной ложки соли, муки и яйца замесили достаточно крутое тесто. Затем тесто раскатали в тонкий пласт и нарезали на полоски шириной приблизительно в 10 сантиметров. По длине всей полоски в середину выложили фарш, края защипали, оставляя небольшие промежутки. Получившиеся колбаски завернули по спирали и выложили на смазанные сливочным маслом листы мантоварки. Готовили ленивые манты 40-50 минут. Дорогие телезрители, это программа «Секреты татарской кухни». И после небольшой паузы мы продолжаем готовить вместе с заслуженным артистом Татарстана Айдаром Сулеймановым. Айдар поделился секретом приготовления очень интересного блюда под названием ленивые манты. Никуда не делись. Как тебе аромат? Прекрасно. Но раз основное блюдо у нас практически готово, я предлагаю быстренько сейчас сделать десерт. Он будет и красивым, и вкусным, надеюсь. Итак, записывай рецепт. Ты меня учишь. Да. Берем слоеное тесто. Почему слоеное? Потому что, во-первых, для десерта оно всегда подходит идеально. И, соответственно, не тратим время на приготовление теста. Начинка у нас будет, здесь может быть, в принципе, и повидло, любое варенье. Мы сегодня используем абрикосовое варенье. Ну и прежде чем мы начнем, я хочу поздравить Айдара Сулейманова с
гран-при, внимание, межрегионального конкурса по этновокалу, да, то есть конкурс же необычный, который проходил в Якутии. Ну, это достойно аплодисментов. Айдар, молодец. Да, он шел с сентября 2017 года. Участвовало 11 регионов России. Это в основном тюркские республики. Каждый участник должен петь на своем языке. Родном языке. Да, на своем родном языке. Это обязательное условие конкурса. В Якутии записали видеоконтент и разослали по всем регионам. И регионы выбирали победителя. И самое главное, мне хочется сказать, что татарскую песню услышали в этих регионах. И на Чукотке. Это была главная задача этого конкурса, да, и твоего участия в нем. Да, да. Продолжаем продвигать татарскую культуру в массы, ведь нашу программу смотрят на территории Российской Федерации, в Казахстане и во многих других уголках планеты. Поэтому продвигаем. Я разрезаю на маленькие полоски теста, а Айдар Сулейманов, естественно, исполняет татарскую песню. Ну, можно любую, но раз уж мы продвигаем татарскую культуру, то давай татарскую. Давай татарскую. Хочу спеть самую знаменитую татарскую песню, которая переведена на несколько языков. «Зенгар туман» на слова Рената Хариса, а музыку написала Резда Херова. Күзләремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр, әй сөеклем синең, хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан, синең хисең. Әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Браво! Молодец, молодец, Айдар. Посмотри, пожалуйста, что же я сделал, похоже на расческу, да? Да. Алтынчаш. Алтынчаш. Действительно, мы сейчас сделаем с тобой косы, да, которые вот носят девушки. Для этого, чтобы сделать косу, ты знаешь, нужно взять 3 пучка волос, в данном случае 3 кусочка полосочки теста. Вот, отлично. Что-то в этом роде, да. И, улыбаясь, в хорошем настроении, мы Вперед, делаем косички. Мы приготовили еще один пласт теста. Так, Айдар, сейчас мы это абрикосовое варенье тонким слоем наносим на тесто. И затем скрутим рулетик. И вот потом начнется самое интересное. Айдар, я бы хотел зрителям, ведь сам себя хвалить, понимаешь, это у нас в татар не принято, да? Поэтому сделаю это я. Айдар Сулейманов поет на 24 языках мира. Друзья, здесь и монгольский, и итальянский, и французский, понятно собой, английский, татарский, русский. Айдар, как удается? Ведь на самом деле одно дело петь, другое дело помнить все слова и правильно произносить вот этот вот язык. Это самое главное на самом деле. Да. Прежде чем выучить песню той нации, куда я собираюсь поехать, например, на концерт, я очень долго выбираю самую знаменитую песню, во-первых. Либо это народная песня, либо это композиторская песня. Долго очень слушаю, то есть процесс нелегкий на самом деле, 2-3 месяца на это уходит. Из 24 языков самый трудный для меня оказался монгольский. Ты можешь сейчас продемонстрировать хотя бы несколько песен, ну буквально вот по чуть-чуть. То есть говоришь, или я буду угадывать, там, ты поешь, и я говорю, да. Что это за язык? Не угадал. Не угадал. Монгольский. Как раз таки монгольский. Давай еще одну. Talwem alwem o zapormim, disco vivi pro de amar antes de ti, ou existi, sem nada предar. Молдовский? Нет. Румынский? Нет, сдаешься, нет. Нет, португальский. Португальский. Это был португальский. Где пак ты птачку гнездо маш, скрич, а за земи. Вжди тєш телечки, мало знаешь, мало сдался ми.
Но это либо чешское, либо польское, 100%. Угадал, это чешский. А пирог у нас татарский. А пирог у нас татарский. Да, начинается самое интересное. Мы вот так вот его собираем. Первую часть и вторую. Косы отправляем на обратную сторону. И у нас, кстати, они получились сегодня достаточно длинными, да? Это не проблема. Мы их срезаем. Смотри, пожалуйста. И вот так вот соединяем. Просто, быстро. И самое главное... Вкусно. Надеюсь. Так, но опять-таки, потом под низом соединяем. Это тоже еще не все. Берем сковородочку. Внимание. Берем рулетик. Перекладываем и соединяем. И получается у нас вот такой замечательный, красивый рулет. Мы желтком сейчас смажем наш пирог и отправим его в духовку при температуре 200 градусов. Я думаю, 20-25 минут будет достаточно, потому что здесь начинка у нас уже готова. Это абрикосовое варенье. И самое интересное, когда в духовке уже наши косички, они немного приподнимутся, и рулет будет по-настоящему красивый, сдобный и вкусный. Готово. Бисмилля рахман рахим. Отправляем наш рулет в духовочку. Айдар, самое время накрывать на стол. Слоеный рулет с абрикосовым вареньем. Один лист слоеного теста раскатали в тонкий пласт. Нарезали на тонкие полоски, из которых сплели косички. Второй лист теста также раскатали, смазали абрикосовым вареньем и свернули в виде рулета. Подготовленный рулет переложили на первый пласт теста и обвили его косами из теста. Края рулета соединили в круг, выложили на сковороду, смазали желтком и отправили в духовку на 30 минут. Дорогие наши телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, по традиции мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Вкусный кулинарный канал, на который Айдар Сулейманов подписался уже сегодня. Молодец, спасибо. Также отдельно спасибо за этот стол. Скорее начнем пробовать манты. Хоть они и ленивые, да? Но в красоте они, я тебе даже скажу, прибавляют по сравнению со стандартными. Итак, здесь, кстати, у нас два вида мяса. Так давно не ел вкусные манты. Спасибо. А сейчас предлагаю попробовать десерт, который мы приготовили по моему рецепту. Получилось, кстати, тоже очень красиво. Варенье абрикосовое добавляет такой приятный цвет этому блюду. Очень вкусно. Ты молодец. Айдар, на этом наше кулинарное путешествие подходит к концу. Ну, прежде чем сказать До свидания, хочется к такому столу спеть застольную песню Верди из оперы «Травиата». С удовольствием послушаем. Libbiamo nelle ti calici che la bellezza infiora e là fuggeva l'or s'inebria voluta. Libbiamne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché con le occhi al cuore onnipotente va. Libbiamo amore fra i calici più caldi baci avrà. Браво, Айдар, браво! Айдар Сулейманов сегодня удивил нас музыкально, кулинарно и рассказал много секретов из своей личной жизни. За что Синга Бигзур Рахмет. Это была программа «Секреты татарской кухни». С нами, как всегда, вкусно и весело. Увидимся на канале ТНВ. Пока-пока. Faydalı